Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. В Кремле утверждают, что Украина будет использовать все возможности, чтобы силовым путем вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитата. Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Пане Игорю, как вам для начала реакция Кремля, в принципе, на заявление президента Украины? Знаете, мне уже, честно говоря, немножко утомило и надоело видеть реакцию российской стороны, где они на черное называют белое и наоборот. То есть какой российский регион? Конечно, если господин Песков говорит там, с точки зрения российского законодательства, то, что включение Крыма почему-то в состав РФ они сделали, на каком основании? Вот давайте разберемся, на каком основании? То есть вернемся к истокам. То есть, понятное дело, в данном случае Российская Федерация закидывает непонятные месседжи о военном, чуть ли не там, вторжении, военной попытке отнять Крым. Крым можно отнять у тех, кому он принадлежит. А Крым России не принадлежит. Крым сегодня оккупирован Россией. Это совершенно разные вещи. Даже говорить об аннексии сегодня юридически немножко некорректно. Надо говорить о попытке аннексии. То есть в данном случае я думаю, что Российская Федерация в очередной раз делает просто такой месседж, кидает в международное сообщество для того, чтобы в том числе меньше подключались к деятельности и Крымской платформы. Опять-таки, возможно, сегодня это сигнал, опять-таки, бизнесу, что, видите, ситуация не меняется, давайте там наводите мосты экономические и так далее. Но в данном случае тяжело комментировать слова Пескова с той точки зрения, что они не имеют никакого отношения к реальности. Вот и все. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в этом году в резолюции, которую планируют принять в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, будет закреплена Крымская платформа. И также президент сказал, что сейчас ожидается предоставление Крымской платформе статуса международной организации от ООН. Вообще ООН такой статус международной организации может дать? Безусловно. То есть это сегодня мы продолжаем работу над институциональным закреплением как институции Крымской платформы. То есть это не просто там у нас состоялось учредительное собрание в августе месяце, и как будто работа дальше не идет. Конечно же, то есть мы, по сути, идет внедрение, проникновение на разные международные площадки. Мы помним, что Крымская платформа у нас работала по 4 аспектам основным. Это на уровне парламентов, на уровне экспертов, на уровне президента. И оно как бы пошла работа. На самом деле проблема на сегодня, кстати, очень большая. Единственное, я бы все-таки рекомендовал власти больше времени освещать деятельность именно Крымской платформы. Возможно, больше ресурсов государственных кинуть именно на освещение. Потому что сегодня, если вы интересуетесь, там, например, чем занимаются наши дипломатические ведомства, там, причем в разных частях мира, то вы увидите, что действительно тема никуда не ушла, она работает, планомерно проводятся и переговоры, и круглые столы. То есть мы сегодня и работаем и с третьим сектором. То есть в данном случае я думаю, что работа действительно пошла. Но пошла она, конечно же, не так, как хотелось бы, потому что противодействие Российской Федерации никуда не ушло. Конечно же, хотелось бы, чтобы, извините, мы там в августе месяце сказали об учредительном собрании, провели его, а там через год, через два чуть ли уже не вернулись в украинский Симферополь, в украинский
Севастополь, то есть уже увидели там украинские флаги, там, и крымские татары смогли нормально вернуться домой. К сожалению, сегодня так это не происходит, и мы видим, тема затягивается, Российская Федерация продолжает делать из полуострова крепость, она туда закидывает и вооружение, в том числе и ядерное. И в данном случае, конечно же, истерика, знаете, вот немножко как у больного. То есть, который всему, знаете, ему мерещатся какие-то проблемы, и поэтому он начинает вооружаться, начинает всем дерзить. Ситуация абсолютно такая же. Но, к сожалению, мы с этим соседом должны сегодня жить и как-то выходить из этой ситуации. Возможно, действовать как немножко врач в психиатрической больнице с больными, которые считают себя Наполеонами или другими историческими личностями. Ну, так можно долго. Ну, к сожалению, но вы знаете, имея прекрасный пример балтийских стран, показывает, то есть временные промежутки хотелось бы гораздо раньше. Ну, я не хочу это затягивать, как это в балтийских странах произошло, но если мы планомерно будем вести и документальную работу, и в том числе и усиление на уровне там, переговоров и с нашими партнерами, и с той же там Турция нам очень сильно в этом вопросе сегодня помогает. Я думаю, что шаг за шагом мы будем понемножку выбивать остров из лап, которые сегодня фактически у Российской Федерации. Но, опять-таки, надо понимать, пока власть Путина сильна, она остается сильной. Конечно же, шансов на быстрый исход здесь практически нет. Но, опять-таки, мы не должны сегодня никоим образом игнорировать любые действия Российской Федерации, в том числе и в гуманитарной сфере, когда то в каком-то учебнике пишут о Крыме как российской территории, конечно же, мы на это должны реагировать, и ни один такой факт не должен оставаться без внимания. Возвращаясь к теме ООН, как вы видите вообще работу Крымской платформы в рамках Организации Объединенных Наций, если мы говорим о том, что ей предоставляется статус международной организации, таким образом институционализируется Крымская платформа? То есть вот техническая сторона вопроса, как вы видите работу Крымской платформы в рамках ООН? Ну, это на самом деле много площадок, и Генассамблея, и ряд гуманитарных миссий, и тоже ЮНЕСКО. Там на самом деле тут очень широкий выбор, и очень важно то, что вопрос даже финансирования. То есть если мы сможем закрепить Крымскую платформу с точки зрения и финансирования ООН, то есть это будет гораздо мощнее, чем только там финансирование со стороны Украины, потому что, очевидно, сейчас надо сюда вкидывать ресурс. И я думаю, что, опять-таки, те же площадки, когда у нас проходят в сентябре месяце Генеральная Ассамблея, мы можем постоянно, соответственно, инициировать и обсуждение этого вопроса, проекты резолюции готовить. Конечно же, это все наработки и не только. То есть и столы, и там ужины тематические. То есть основной мотив какой? Держать тему Крыма на информационной повестке всего мира в планетарном масштабе. Это крайне важно сейчас.